Уважаемые коллеги, я буду краткой. Вообще, мне очень приятно, что вы нас пригласили. Огромное спасибо, мы очень ценим ваше внимание. И я так рада, что я наконец увижу тех, кого не видела вот уже больше полугода. Но благодаря Жанне Максутовне мы и раньше с вами встречались, и онлайн, и офлайн. И я уверена, что и дальше будем встречаться. Приглашайте нас обязательно, мы обязательно примем участие. Но сегодня я пришла не одна на нашу встречу. Со мной удивительная женщина, потрясающий человек Яна Псайло. Чем она интересна для нас с вами, особенно для всех тех, кто изучает русский язык? Она впервые перевела русскую поэзию на мальтийский язык. Мальтийский язык – это, в общем-то, очень интересный язык, потому что Мальта, она находится между Европой и Африкой. И вот представьте, да, когда вот это смешение культур, смешение стилей, смешение языков, и получается все очень-очень интересно. Поэтому я представляю вам Яну Псайло и передаю ей слово. В себе мне очень близок на самом деле. Там появились на свет и окончили школу мои родители. Мама в городе Рудном, а папа в Семее. Тогда он назывался Семипалатинском, и там я почти что каждое лето проводила в гостях у бабушки с дедушкой. И я помню, как бабушка мне рассказывала, что как-то она работала в том красивом старинном здании, где сейчас находится музей Абая Кунанбаева. А сама я бывала в доме музея, где жил в ссылке Федор Достоевский, и в котором он вел беседы со своим другом Чоканом Валихановым. Серебряный век, Александр Блок, Андрей Белый, Николай Гумилев, Игорь Северянин, Борис Пастернак. И шестидесятники – это Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина, Новелла Матвеева, Владимир Высоцкий и Николай Рубцов. Всего их 15 у меня в антологии. При выборе переводов поэтов и их произведений я руководствуюсь целым рядом факторов. То есть это и известность тех или иных поэтов в России, и ритм, и метр, и стихотворный размер, и метафоричность произведений и так далее. Для адекватной передачи замысла авторов, выраженного в стихах, мне даже понадобилось хорошо изучить их биографии, чтобы понять их картину мира, восприятие действительности и полет фантазии. Особое внимание я, конечно же, уделила рифме, так как без рифмы русская поэзия теряет свою идентичность. Иначе говоря, я постаралась сделать все от себя возможное, как переводчик, чтобы мои переводы производили на мальтийского читателя такое же эмоциональное воздействие, как и оригинальный стих, на отечественного читателя, не теряя при этом индивидуальности каждого автора. Задача была непростая, но, надеюсь, я с ней справилась, хотя лучше приведу вам мнение двух мальтийских читателей этой антологии. Например, в предисловии к ней современный мальтийский писатель, классик Тревор Зара отмечает следующее. Когда я начал читать переведенные стихи вместе с биографиями поэтов, то мое сердце словно сжалось, так как за исключением Пушкина и Пастернака я ничего, можно сказать, не знала о других поэтах. На протяжении почти всего чтения мне казалось, что я читаю мальтийскую поэзию. Переводчику удалось не только передать мысль и дух, но даже сохранить рифму, ритм и всю мелодичность произведений. А преподаватель по профессии и литературный критик Тарчизио Зарп даже обращается с таким предложением. Поэтому я предлагаю, чтобы эти стихи, которые были теперь переведены на наш собственный язык, были изучены мальтийским народом, особенно студентами, таким образом признавая, что поэзия не знает границ, и это связано с тем, что чувства, эмоции и познание человека независимо от того, где он живет. В заключении своего небольшого рассказа я хотела бы привести еще одно окрыляющее высказывание Тревора Зары, которое может послужить пожеланием тем из вас, кто хочет связать свое будущее с переводческой деятельностью. В современном мире
Переводчики нужны литературе не меньше писателей. Они убирают границы и наделяют голосом книги, которые для нас прежде были немыми. Мы поистине должны быть признательны этим миссионерам мировой литературы. Огромное спасибо вам за внимание и желаю вам успехов. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы предоставили нам возможность познакомить с теми достижениями, которые сейчас есть на Мальте. О Мальте мало знают в Казахстане, мало знают в России, мало знают в Узбекистане. И мы надеемся, что в ближайшее время, когда творчество русских писателей и поэтов войдет в государственную программу университетов и школ, у нас будет гораздо больше поводов говорить о Мальте. Ну и со своей стороны я хочу выразить надежду, что скоро все эти оковы тяжкие, ковидные, падут, и что мы с вами сможем вновь свободно передвигаться по миру. И мы будем очень рады вас видеть у нас. Поверьте, это не просто высокие слова. Мы сделаем все возможное, чтобы мы встретились в реале. Жанна Максутовна, спасибо вам огромное. Вы уже нам дали прекрасную возможность встретиться с этими молодыми ищущими людьми. Спасибо.